В этих пакетах 81 килограмм наркотиков, 33 килограмма гашиша и 48 килограммов героина. Все это изъято правоохранительными органами с 2014 года. Уголовные разбирательства завершены, теперь наркотические вещества можно уничтожить. На черном рынке это зелье оценили бы на сумму свыше 400 тысяч долларов. Кыргызстан, говорят в ГКНБ, до сих пор остается транзитной зоной для наркотрафика. Под боком Афганистан. Там площадь посевов мака составляет 263 тысячи гектаров. В год производят наркотиков на сумму в 68 миллиардов долларов. 25% выращенного поступает в Восточную Европу и Россию по северному маршруту, как называют его специалисты, то есть через страны Центральной Азии. Запрещенными веществами снабжает и Иран. 2 пакета целости, сохранности. Порывов нет. Проверяем на вес. И все это отправляют в печь. Сжигают зелье на окраине столицы в котельной Бишкек-Теплоэнерго. Самая крупная партия, которую приходилось изымать отечественным наркоборцам – 200 килограммов. Это было в 2015 году. В том же 2015-м Госкомитет пресек деятельность транснациональной преступной группировки, состоящей из иностранных граждан. В марте 3 мужчин задержали в Бишкеке и Чуйской области. При обыске у них изъяли 125 килограммов героина. Наркотики обнаружили в прицепе автомашины в тайнике с двойным дном. Распространяли они наркотические средства по маршруту Турция, Иран, Туркмения, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Россия, Бельгия. Попадали запрещенным и сами наркоборцы. В мае 2018-го задержали старшего оперуполномоченного управления по борьбе с наркотиками по Баткенской области. При осмотре салона автомашины, за рулем которой он находился, нашли, как позже выяснилось, почти 20 килограммов афганского гашиша. На сегодняшний день, как мы сказали, основным очагом наркоугрозы является Афганистан. То есть у нас появляется все больше новых каналов транзитных для распространения наркотрафика. Органы национальной безопасности в сотрудничестве с другими спецслужбами сопредельных стран ведет активную работу для выявления и пресечения этих наркоканалов. Из числа всех наркотиков, что поступает из Афганистана в Европу, 10-12% оседают в Кыргызстане. Классический героин, конопля, рассказывает директор Центра наркополитики Александр Заличенко, уступили место новому виду наркотиков – синтетике. Но это не значит, что их не потребляют. А синтетические продают даже в интернете. Очень легко изготавливать, понимаете, поэтому и они гораздо страшнее. Во-первых, тем, что это чистая синтетика, она убивает не только мозг, она убивает и организм человека, физически убивает буквально, понимаете? И во-вторых, это очень легко изготовить. Для этого не надо высаживать опий, как в Афганистане. Это вот в аптеке купил какие-то препараты, в магазине бытовой химии купил вот эти вот пульверизаторы, зная формулу, которую можно найти в Даркнете, и сейчас их распространяют. В ГКНБ еще хранится больше 1 тонны наркотических веществ, свыше 1000 таблеток психотропных веществ и 160 граммов психосимулятора, изъятых также с 2014 года. В эту печь они попадут, как только по делам их бывших владельцев суд вынесет приговор. Анастасия Соболева, Владимир Кулбалдеев, НТС.